Здравствуйте! Сегодня Невская сельская библиотека представляет онлайн-мероприятие «Казахстанский феномен согласия и толерантности». День духовного согласия – это день моратория на конфликты и столкновения, день поиска примирения, день милосердия и помощи ближнему. Начало этой традиции положила первая сессия Всемирной конференции духовного согласия, прошедшая в октябре 1992 года в тогдашней столице Казахстана Алма-Ате. В Казахстане на практике обеспечивается закрепленная Конституция свобода совести. Наши граждане свободно исповедуют ту религию, которую они избрали, говорят на своих родных языках, сохраняют свою культуру и традиции. Важным документом о религиозных объединениях выступает закон РК о свободе вероисповедания и религиозных объединений от 15 января 1992 года. В марте 1995 года по инициативе президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева была создана Ассамблея народов Казахстана. Сегодня Ассамблея народов Казахстана объединяет 820 региональных национально-культурных центров. Они имеют возможность выпускать газеты, журналы, готовить теле- и радиопрограммы на различных языках. В республике действует 6 национальных театров. В Казахстане существует 90 национальных и свыше 200 воскресных школ, которые позволяют представителям различных наций сохранять свой язык, свои традиции. В этом уникальность и преимущество Казахстана. Одним из необходимых условий общественного духовного согласия является толерантность. Толерантность. Что это такое? Если спросит кто-нибудь меня, я отвечу: это все земное, то, на чем стоит планета вся. Ведь планета наша дорогая, любит всех нас, белых и цветных. Будем жить друг друга уважая. Толерантность – слово для живых. Люди на свете рождаются разными, непохожими, своеобразными. Чтобы других мы смогли понимать, нужно терпение в себе воспитать. Нужно с добром к людям в дом приходить, дружбу, любовь в своем сердце хранить. Признанием вклада нашей страны в укрепление стабильности в мире стал визит в Казахстан в сентябре 2001 года Папы Римского Иоанна Павла II. Он выразил высокие слова признательности казахстанцам за сохранение мира и духовного согласия. На казахстанской земле в сентябре 2003 года в Астане прошел первый съезд лидеров мировых и традиционных религий. На первом съезде был сделан решительный шаг на пути укрепления согласия и установления диалога между цивилизациями, конфессиями, странами и народами. Второй и последующие съезды лидеров мировых и традиционных религий проходил в Астане в Храме мира и согласия. Его называют восьмым чудом света. Дворец мира и согласия построен в форме правильной пирамиды высотой 62 метра и такой же шириной у основания. Расположен на правом берегу Ишима. Пирамида мира и согласия – это своего рода прославление идей, толерантности, памяти единству народа Казахстана и устремление к гармонии и гуманитарным ценностям. Нам нельзя забывать о том, что современный мир раздирают конфликты, и большинство из них связано с попытками использовать религиозный фактор. Поэтому так важно говорить о духовном согласии и оказаться сторонником духовного согласия. Когда мы говорим о духовном согласии, имеем в виду, что мы согласны совместно пребывать в духе примирения, милосердия и помощи ближнему. Творить дела мира и взаимопомощи вне зависимости от нашего вероисповедания и текущей в нас крови предков. Мир царит в стране родной, ведь мы один народ. Пусть радость в каждый дом придет, не будет бед, невзгод. Единства, мира и добра желаем вам, друзья. Ведь мы живем в одной стране, мы одна семья. Казах, кореец, русский, немец, татарин и уйгур. Объединил всех нас свободный край, родимый край, любимый Казахстан.